Привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся сейчас в Дырнесе, в обществе Вурдис. Здесь мы вовсю строим дом параметрами 6×10, с учетом вот такой большой террасы. И сейчас еще расскажу о планировке. У нас идет большая терраса при входе, да, шикарно, с шикарным видом на свой сад. Как классно! Заходим в дом и попадаем в тамбур. Раздели уличную обувь. Там, повесили курточку, заходим внутрь, попадаем в холл. Рядышком у нас санузел, кухня, печь. Кстати, под печь мы заранее сделали закладную в полу, дополнительную влагу. Проходим дальше в дом, попадаем в кухню-гостиную. На втором этаже у нас небольшой холл и 2 уютных спальни. Так все рассказал. Можно наглядно более посмотреть. Вот у нас терраса, тамбур. Сейчас поближе подойду. Вот холл, санузел, кухня. Кухня-гостиная. На втором этаже вот мы поднялись в холл небольшой и 2 уютных спальни. Кратко все рассказал, показал. А теперь давайте на деле все покажу. А сделали мы уже много. Мы возвели 18 венцов. 2,70 у нас уже первый этаж. Сделали уже потолок. Дело идет. Все шикарно. Давайте вкратце пробегусь еще. О качестве расскажу. А то строишь. А как строишь? Тоже же вопрос, да? Большой вопрос. Сделали обвязку. Вся центровка четко по центрам. Угловые соединения вертикально. Не горизонтально в лапу. Вертикально. Это надежнее. Второй брус тоже мощный. 150×200. Туда мы врезаем вот такие мощные половые лаги. Это брус 100×200. Везде, во всем доме. Реально мощный и надежный брус. Здесь утеплить можно 20-кой. Вот здесь между лагами можно сделать утепление 20 сантиметров. Ноги будут в тепле. Это очень важно. Теплосбережение дома – это одна из очень важных задач. Поэтому грамотно надо подобрать конструкции, чтобы они не прогибались и они позволяли нормально утеплить дом. Дом будет теплым, это очень важно. Меньше трат на отопление. Так, лаги шикарные, большие, мои любимые, 100×200. Не прогибаются на 4,5 метра. Крепежка. Очень много крепежных элементов по каждой стойке. Вот снизу это усиленные уголки, скрепленные желтыми саморезами и глухарями. Вот такого диаметра с мой мизинец. А поверху мы ставим регулировочные болты. А для чего? Для чего надо ставить регулировочные болты? Сам сруб будет усаживаться. А стойки, вот эти вот, они усаживаются минимально. Понимаете, да? То есть сруб уходит вниз. А стойки, вот где мое плечо, стоят на месте. Следовательно, вот этими регулировочными болтами я его вот так вот опускаю, и горизонт выравнивается. Это очень важно. То есть заранее знать и заранее все крепежи установить. Все, прекрасно, пойдемте внутрь. Вот я уже, можно сказать, в тамбуре. Здесь планируется в дальнейшем санузел, там кухня, здесь печь. И посмотрите, идут усиленные лаги в месте, где будет установлена печь. Там далее кухня-гостиная. Все прекрасно. Хочу обратить внимание на стены дома. Это обычный брус, классика жанра, сосна 150×150. Мы брали рубанок и рубанили его. Сейчас он уже вот такой гладенький. И сделали еще декоративные фаски. Выглядит это все как профилированный брус. Конечно, необходима еще дополнительная работа. Все вот это счастье проконопатить немного. Взять шлифмашинку, шлифануть, чтобы было максимально идеально. И убрать смолы. И покрасить. Будет реально очень красиво. Дом выглядит как. Стены готовые. Не надо тратиться на внутреннюю отделку. Понимаете? Утепляйте полы, утепляйте потолок, кровлю, устанавливайте окна, двери, печь, покупайте кухню, занимайтесь садом. В доме уже можно находиться, дом можно уже эксплуатировать. Это круто, это круто. Это экономно и практично. Посмотрите, какие мощные у нас балки по полу, да, половые.
Вот я об этом и говорю. 20 сантиметров, видите, кисть. А у меня рука не маленькая. Вон высота какая большая. Здесь будет 20-ка. Ну, как минимум. Конечно, можно еще брусок, еще дополнительно утеплить. Но 20 сантиметров это базово, что надо делать. Меньше утеплять пол крайне не рекомендую. Мощно. И это утепление получится благодаря хорошим конструкциям. Прекрасно. Это у нас что по первому этажу, что по межэтажке, по кровле тоже мы делаем хороший каркас. Вы утеплите кровлю потом 20 сантиметров. У нас это тоже мы все продумали. Все прекрасно. Так. В целом все замечательно. Что еще тут показать? Стройка идет, дело идет. И это радует. Дом стремительно возводится. Ну, уже красота. Вот тут еще леса, правда, не убрали промежуточные. Но выглядит уже шикарно. Размечаем и после этого только пилим. Четко, да? Где была черта карандаша, там и был сделан пропил. Прекрасно. Блин, красота. Видите, да, какой вы получаете результат? Видите, все четко под карандашик. Под карандашик, под карандашик, под. Блин, насколько это идеально. Насколько четко. Я сейчас получил просто эстетический строительный экстаз. Вот это уровень вы сейчас увидели. Вот когда идет подгонка пиломатериала, настолько в притирочку и четко, и точно, это уже вопрос опыта. Это мощно. Я думаю, вы оценили. Это реально мощно, это круто. Сейчас даже пробегусь по другим узловым элементам, и вы оцените уровень и качество работы. Далеко ходить не будем. Под карандашик. Аккуратно. Посмотрите, как все четко. И обязательно на геля возле каждого узлового элемента. Подожди, чуть-чуть, Василий. Сейчас. Здесь все четко. Видите, торцевой пропил был сделан по карандашу. И внутренний пропил, вшип-паз тоже под карандашик. Четко. Там все четко. Под карандашик. Под карандашик. Видите, все четко, все аккуратно. И здесь под карандашик видно. И внутри. Блин, как офигенно. На геля, заметьте, везде, везде обязательно. Здесь та же история. Прекрасно. Сейчас на ваших глазах вы увидите, как мы шнуркой еще проверяем ровность стены уложенного бруса. Вот сейчас покажу. Мастер натягивает шнурку и будет смотреть, выпирают ли внутренние стены или нет. Идет подгонка. Все должно быть по линии, все четко.
Хорошо, когда люди работают понимающие, когда знают, что делать, когда грамотно консультируют, когда грамотно проектируют, когда везут хороший качественный пиломатериал, когда грамотно строят. Представляете, да, сколько людей участвует в этом процессе? Если кто-то будет хулиганить, то дом будет некачественный, не тот, который вы бы хотели получить, не дом мечты, геморрой мечты. Мы стараемся на этапе консультирования, на этапе проектирования, завоза материала. Я думаю, вы это видите, какого уровня мы привозим для вас пиломатериал. Уровень строительства. Уверен, вы оцениваете. Я думаю, это видно. Мы строим очень качественные, надежные дома. Строим давно, стараемся. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем. Будем рады построить вам дом вашей мечты. До встречи на консультации.